А легендарное золотоносное месторождение Нежданинское в Тампонском районе долгое время не осваивалось. Несколько лет назад сюда пришла горнодобывающая компания «Полиметалл». И за короткий срок им удалось вдохнуть жизнь в заброшенный поселок. Компания планирует начать добывать золото с 4-го квартала 2021 года. А сейчас вовсю обустраивает поселок. За ходом работ наблюдал Евгений Тайтонов. Нежданинское золотоносное месторождение в Тампонском районе было открыто в 1951 году. В 1963-м на участке был построен геологический поселок. Еще через 12 лет запустили подземный рудник и перерабатывающую фабрику мощностью 180 тысяч тонн руды в год. Со временем население поселка Нежданинский достигло 2000 человек. Начиная с 90-х годов у месторождения сменилось 8 владельцев. В 2005 году фабрика и вовсе закрылась. Рудник законсервировали. Поселок, в котором кипела жизнь, моментально опустел, все жители разъехались. А несколько лет назад за освоение месторождения взялась международная горнодобывающая компания «Полиметалл». За короткий срок они возвели вахтовый поселок. Нежданинский задышал новой жизнью. На днях глава республики Сан-Николаев ознакомился с ходом работ по созданию инфраструктуры на участке. Живем здесь в благоустроенных общежитиях, есть мобильная связь, телевидение, скажем так, удобство внутри теплых помещений, условия труда более чем благоприятные. В этом году компания построит еще 3 общежития. А для создания всей инфраструктуры «Полиметалл» до 2021 года инвестирует $234 миллиона. Предстоит построить основные производственные объекты. Это 2 карьера, обогатительную фабрику, энергетический комплекс. То есть если мы, допустим, сейчас планируем 4-й квартал 2021 это начало производства, это означает, что 2-й квартал 2022 это полная мощность. С выходом на производственную мощность компания планирует добывать 5 тонн золота в год. Основной упор будет сделан на привлечение и трудоустройство квалифицированных местных кадров. Более тесные связи наших министерств и ведомств с промышленными компаниями, наших учебных заведений с промышленными компаниями. Более такая плотная работа с ними, я считаю, что позволит нам, конечно же, увеличить число работающих из Якутии на таких крупных предприятиях. Сегодня уже порядка 30% работающих здесь, на Нежданинском ГОКе, они уже работники, это жители нашей республики. К 2021 году компания планирует увеличить штат работников по республике до 1200 человек. И половину из них должны составить местные кадры. Василий Радченко, Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев. Якутия. День за днем.